Так, ассалам алейкум. Добрый вечер, приветствую всех. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Reality HRCI, Human Rights Center Ичкерия. Сегодня 22 ноября 2021 года, 21:00 по Берлину и, по-моему, 22:00 по Джохару. Приветствую всех, друзья. Или 23 уже по Джохару, как мне вчера сообщили. Так, друзья, приветствую вас всех. Я смотрю, вы здесь уже активно общаетесь. Так, Орти Муслим на месте. Салам маршал всем. Зайдет наше солнце. Дал мулам Мадина. Дал мулам. Леле салам маршал Ульмади. Так, а в России живут много мусульман, и ты что скажешь нам в ответ? Не лучше ли желать хорошее исправление ошибок, чем дальше давить? Луи де Фюнес. Раньше, по-моему, какие-то комментарии здесь. Раньше вы здесь были, Луи де Фюнес? Нет, я не считаю, что хорошее исправление ошибок у КГБшников, у власти в России, которые сейчас находятся, нету никаких ошибок. У них сплошные преступления, как говорила Новодворская, причем тяжкие, самые тяжкие преступления. Поэтому тяжкие преступления исправляются только судебным приговором. И то только вот наказание там, в моральном каком-то плане. А погибших уже не вернуть, которых уже убила ваша страна в огромном количестве. Поэтому и речь идет не об уничтожении всего российского народа или там отдельно мусульманского народа. Здесь об этом речь вообще не идет. Речь идет о том, чтобы люди получили свободу. Кто хочет, раб пускай остается в тюрьме народов. Вообще никаких претензий. Ничего вообще мы не имеем против рабов. Конечно же, раб не попадает в рай, как гласит украинская поговорка. Но это его сугубо личное дело. Нас волнует только то, что имперская Россия оккупировала нашу страну и другие народы. И вот мы хотели, чтобы кто хочет, тот жил, развивался, имел будущее у своих народов. А вот такие мусульмане вроде тебя, которые желают только мусульманам выжить России, ты подразумеваешь, что все погибнут, в том числе и мусульмане. Ты говоришь, ты желаешь, чтобы мусульмане выжили, ты чистый фашист. Тебе самое место в этой России. Живи и наслаждайся. Так. Вот за меня уже тут ответила Мадина. Так, Аллах, рейс хулину, Аслан, гражданин Ичкерии. Дел рейс масерна хуйлуэн, гражданин Ичкерии. Ассалам алейкум, всем нелуимы Джо, Маш Довель. Ва алейкум ассалам. Файтер, ва алейкум ассалам. Леди, Дима Бимбат, Фараму, Хамзат Гилая, ва алейкум ассалам. Шевига Маш Вовельшу, Вежари Ижари. Ури, ва алейкум ассалам. Довеле, ва алейкум ассалам. Приветствую тебя, Довеле. Так. Игорь Крехетов отвечает леди. Народ России не изменится моментально, так как в матричной пропаганде ему с рождения навязывали имперское величие. Боюсь, что при развале РФИ начнутся такие же процессы, как в Югославии, гражданская война. Ну, мне кажется, немного это преувеличено. Если же, конечно, Гибнявых осудить, да, КГБ запретить, ФСБ, КГБ запретить на международном уровне по решению международных судебных инстанций, то никакой гражданской войны не будет. И вот эти запугивания гражданской войной, что вот там если отделится Чечня, отделятся другие регионы и так далее, и так далее. Ничего плохого в отделении, конечно, нет, если люди сами этого желают. Но при этом гражданской войны при развале Советского Союза мы не наблюдали, кроме тех мест, где точечно, где нужно это было КГБ СССР.
Вот там, да, тогда там развивались события такого плана. И в Москве были события, когда Белый дом расстреливали, когда был путч и другие там события. И в Молдове, в Приднестровье начинали, опять же, ваши, для того, чтобы отжать кусок и не дать развиваться государству, да, постоянно такая болевая точка, как сейчас Донбасс и Крым у Украины, болевая точка. То же самое было с Грузией, и геноцид Ингушей мы все прекрасно помним, для того, чтобы начать войну против Джохара Дудаева, молодой Чеченской республики Ичкерия. И, ну, и в других местах, где вы бываете, там, где ваша гибня бывает, не вы лично, конечно, я вижу, вы понимающий человек происходящее. Поэтому гражданской войны как таковой не будет. Будет, если голова вот этого дракона, вот этой змеи не будет отсечена. Да, в таком случае они будут разжигать войны. Но КГБ должно быть признано на международном уровне. И еще большая проблема в том, что западные спецслужбы, в том числе и американские, и европейские, очень тесно сотрудничали долгое время с КГБшниками. И КГБшники им вешали лапшу на уши, как мы сегодня видим. Обдурили, обманули, обхитрили западные спецслужбы. Зачем заигрывать с дьяволом, с сатаной, я не понимаю. Только запачкаться, только стать, испортить свою репутацию. Что, в принципе, Америка и Запад сделали, испортив свою репутацию, позвав КГБшников свинью за стол, которая положила ноги на стол и теперь плюет на них на всех. И убивает людей по всему миру, и вмешивается в выборы, и много чего делает, и совершает ядерные террористические акты, другие убийства, теракты, и все остальное, и так далее, и так далее. Мы все это прекрасно знаем. Поэтому вся беда всего мира, можно сказать, без преувеличения, большей части этого мира, беда находится в Кремле и на Лубянке. Вот как только их сделают вне закона, вот тогда мир станет чище. Я боюсь, тогда даже судный день настанет, потому что слишком все хорошо будет, и тогда уже нужно будет закрывать. Какое-то время поживем хорошо. Как баланс это дьявол и сатана, которые находятся в Лубянке и Кремле. До судного дня, говорят, он будет существовать, дьявол и сатана. Значит, если их уничтожить, если их вывести за рамки закона, осудить их, как когда-то нацистскую партию, как когда-то СС, то я думаю, что очень мир закончится. Но это я так шучу, конечно. Я надеюсь, что судного дня не будет. Так, у нас опять возникают проблемы с интернетом, да, я смотрю. Вот только что все было отлично, и вот опять, как говорится. Так, дайте мне минутку. Так, одну минуточку, друзья. Так, переходим к комментариям. Так, короче, посмотрим, на что из этого получится. Пойдемте дальше. Галгай Кайзи. Ассаламу алейкум, брат. Алейкум ассалам, Аллах, Машуэль. Вечер добрый всем соратникам, борцам с империей зла. Фриман Машуэль. Добрый вечер.
Так, Сергей Бабунич, приветствую вас, Сергей. Как-то так. Алейкум ассалам, скилл шаурма. Шаурма. Ассаламу алейкум, Чкиргенди. Алейкум ассалам, шаурма. Ахиллес, алейкум ассалам, Карфаген Ганнибал. Алейкум ассалам, Шайвега Машваб. Плахтер Алексей. Приветствую, Бамучеры. Алейкум ассалам, Машвовель. Шайверга Машвовель. Мира тебе, гордый чечен, Александр Булатный. Александр Булатный, спасибо тебе, гордый, гордый русский, наверное, да, Булатный. Ну, или фамилия у тебя по-украински написана, а имя по-русски. Поэтому не знаю, как тебя величать. Но не чечен, а чеченец. Так, все равно спасибо. Так, слава Ичкерии, слава Украине, с любовью из Калмыкии, Мария. Героям слава, Мария, рад вам. Анатолий Александрович, Витянечка Александр, витаю вас, Анатолий. Плахтер Алексей, в Таджикистане до сих пор выборы выигрывает партия власти под лозунгом «Вы хотите вернуть гражданскую войну», хотя гражданский конфликт там был натянут, это если мягко говорить. Абсолютно так, абсолютно так. Если вы заметили, я много раз у себя в эфире это говорил, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, кто там еще, Украина вырвалась, Беларусь, кто там еще, ну вот все КГБшники, да и в Украине были КГБшники у власти, да, на определенное время. Но в Украине более вольный народ, более свободолюбивый, и поэтому справились. Так, Владимир Рабинович, всем салам, витаю, шалом. Шалом, Владимир Рабинович, рад вам. Так, мы заблокируем тут людей, которые постоянно одно и то же говорят. Аюб Д. Дела Л. Хохунис Д. Уахушву. Аюб Д. задает вопрос, раз сегодня стрим на русском языке, я буду по-русски говорить. Задает вопрос, что ты хочешь выправить? Он мне задает вопрос. Я хочу выправить или исправить. Ты для чего сел? Он мне задает вопрос. Я сел для того, чтобы разоблачать фашистов и разных гибистов в силу своих скромных возможностей. Очень жаль, что я это не сделал 20 лет назад, но 20 лет назад во мне не было нужды как таковой заниматься этой работой. Да и, наверное, не смог бы я 20 лет назад заниматься этим. Так, как я сейчас могу этим заниматься и какое у меня есть представление, понимание происходящего. Вот для чего я сел. Разоблачать террористов, фашистов и разных мерзавцев. И я тебе скажу, есть небольшие успехи. Так, Вася Гельдыев. Салам из Украины. Ичкерия будет свободной. Салам, Украина. Вася, приветствую вас. Дай Бог. Дай Бог. Обязательно будет. Так, сейчас одну минутку, друзья. Зависает у нас интернет, да? Виснет, скажите мне. Так. Мы исправляем несправедливость. Ставьте лайки, это важно. Это как поздороваться при встрече, Довели. Абсолютно так, Довели, спасибо. Андрей Саламашал Хиль, говорит Амзар Гилаев. Так. Все будет Ичкерия и Украина. Дима Бимбат, привет, Дима. Виснет, да? Подвисает, мне кажется. У меня подвисает. Вроде все норм. Сейчас посмотрим. Дайте мне минуточку. Сейчас все исправим.
Все, вроде должно исправиться. Так, теперь здесь, да. Всем привет, Дим, привет. Еще раз, нет, у меня супер, говорит Эльси. Так, Андрей Соболев, вітаю всіх з українського Донбасу. Аслан, с великим задовольнением полагаю, дивимся вас. Спасибо большое, вітаю вас, вітаю Донбасс, Андрей. Все будет Украина, слава Украине, парни. Границам Украины ползет опять орда орков РФ. Европа, как всегда, обеспокоена. Да, Максим, это наша тема нашего стрима, который я хотел бы сегодня затронуть, обсудить. Ситуация развивается снова, опять идет нагнетание вот этой обстановки, ситуации вокруг Украины. И войска, они не оттягивались, техника была подтянута. И в любой момент достаточно перебросить личный состав для того, чтобы вторгнуться. Потом поступают, это американцы сообщили, американская разведка показывает снимки. Сегодня смотрел опять помойку российскую, специально посмотреть, что они думают, что там происходит. И по всей видимости, истерика. И теперь те, кто 7 лет грозились, что они сейчас одним броском возьмут Киев, теперь начали визжать, что они не собираются нападать и что это провокация американцев. И заранее вот ты ловишь их на словах, когда, конечно, это все только в голове, там, узком кругу, конечно, известно, но слухи-то между ними проходят, и они там по фразам можно определить, как они начали визжать. Или им дают установку, да, сегодня отмазываемся, говорим, что нападать не будем, там, и так далее. Если они говорят, нападать не будут, значит, скорее всего, вероятно, что нападут. И некоторые говорят, там, 100 тысяч подтянутые войска, можно еще 100 быстренько подтянуть, и еще 200, и 300. Не быстренько, конечно, но если технику не нужно тянуть, достаточно личный состав, его можно и самолетами, и поездами подтянуть. И некоторые говорят, что недостаточно 100 тысяч, потому что украинская армия намного больше, и она обороняется, и так далее, и так далее. И превосходит и морально, это что самое главное, моральным духом она превосходит оккупационную армию. Русские, в принципе, не знают, за что они воюют при всех вот этих 7 годах пропаганды. Так никакой конкретной идеи, что вот спасти русский мир, русских людей, так они и не смогли добиться этого. Наоборот, за эти 7 лет еще больше люди отвернулись, именно россияне, как я могу предполагать. Конечно же, я точно не знаю, но есть сумасшедшие, которые будут подстрекать к войне. Но в большей части люди поняли, что нацисты, украинские нацисты избрали себе еврея в президенты. К сожалению, он оказался не очень хороший, как я вижу, но, по крайней мере, это говорит, что люди, точно не нацисты, да? По крайней мере, это однозначно они заявили. Плюс очень много проколов и пропаганда, антипропаганда, которая начала работать на Западе и в Украине, она все-таки способствовала многому пониманию русских, потому что еще чеченцев, грузин, кавказцев там, да, можно оболгать, или, их не жалко, как говорится. А вот когда много смешанных браков, когда вроде как славяне называются, и поэтому люди начали думать, и некоторые русские патриоты начали выступать за Украину, что это очень способствует снижению духа, морального духа нападающей стороны, то есть России. Но я так полагаю, что русские не собираются захватывать всю Украину или идти до Киева. Мариуполь, как там, Одесса, вот эти города могут быть под ударом.
раз русские знают, что их и так ждут санкции, что и так все плохо и так далее. Большая кровь все-таки, я считаю, Путину она нужна для того, чтобы начать репрессии внутри страны. Даже это будет такой, в моем понимании, может быть, будет там ядерный взрыв, да, какой-нибудь малой мощности, может быть подрыв какой-нибудь атомной электростанции в самой Украине. И большое количество потерь должно понести и как российская армия, ну, соответственно, и Украина понесет потери. И в таком случае, как в России, начнутся недовольства. И люди начнут массово высказывать недовольство. И в этот момент их, которых уже запатентовали как иностранными агентами там, и так далее, их легко будет обвинить в шпионаже и начать массовые расстрелы. Отключение от интернета или отключение, в первую очередь, от Ютуба, ну и так далее, и так далее. Поэтому вероятность, конечно, есть, и она такая немаленькая, я могу сказать, что... Ну, будем надеяться, что обойдется. С другой стороны, я бы предположил, я думаю, что все-таки, не то что предположил, а полагаю, что все-таки Украине надо нападать и отстаивать свои границы. Просто не просто свои границы, а заявлять о Москве и полный вперед, и дойти хотя бы до своих границ и сразу же прекратить. Так как у России ядерное оружие, она тогда уже на законных основаниях применит это ядерное оружие, что типа Украина на нас напала. Это тоже очень сильно осложняет положение украинцев, но мы все с вами, мы вас целиком полностью поддерживаем, за вас весь мир, и дай Бог Украине выстоять, дай Бог. Так, друзья, давайте почитаем ваши комментарии. Десять, 100 тысяч резервистов оторвали от боярышника и посылают удобрять украинскую землю. Владимир Рабинович, да, я полностью согласен с высказыванием, но речь, знаешь, их не оторвали, им просто предоставили бесплатный боярышник, предоставят там, да, ну или воровать, мародерничать они смогут. Так, еще один чувак уходит у нас в бан. Так. Мирноград, Донбасс, Украина. Всех приветствую, Игорь Кириллюк. Привет, Игорь. Приветствую еще раз, Донбасс. Так, Арслан Акинец. Ассаламу алейкум, салам машал, масарга. Ва алейкум ассалам, Арслан Акинец, машвой. Леди, Асан, как хорошо, что ты не пропал в военные годы. Сохранился как раз в самое трудное, тяжелое время. Появился и делаешь такую тяжелую и трудную работу. Да и рейс хуйлон, ты самый ценный. Да и рейс масаль на хуйлон. Так. Карлеон. Асан, ответь, пожалуйста, почему Запад, в том числе и Америка, не помогли украинским прибалтийским братьям лесным во время войны и после войны, чтобы победить коммунизм? И тогда не было бы ракет ядерной Кубы. Да, вопрос, конечно, очень такой объемный. Я не знаю, почему они не помогли. Были большие потери. И тогда, не знаю, с чем это связано. Но не помогли. Сейчас Америка считает нужным, что ей нужно помогать. И этого достаточно. Мы можем так далеко не заходить. Мы можем просто взять Чеченскую республику Ичкерию, которая на глазах всего человечества, был устроен абсолютно неприкрытый геноцид. Массовые убийства, пытки, концлагеря на территории самой России и во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерии. И все равно мир почему-то промолчал. Сейчас другая ситуация,
И мы должны исходить из этого. Реал-политик они это называют. Я это называю трусостью, лицемерием, подлостью, коварством, чем угодно. Но это называется в мире, это называется реал-политики. Мы, конечно же, должны понимать, что вот мир такой. Мир, к большому сожалению, такой. Так, в этот раз России не спастись от возмездия, говорит Олег Будницкий. Да, да, будем надеяться. Вася Гелдыев. 280-тысячная армия, более 500 тысяч уже прошедшие боевые действия и около 1 миллиона резервистов. Слава Украине. Марат, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, Марат, машволь. Так, я перемотаю, друзья. Русские не славяне, рашки, мокши, моксель, чуть, мурдва, какие они славяне, уграфины они, люди болот. Ну, есть такая, конечно, версия, теория, она имеет место, историческое обоснование на существование, но там есть и на самом деле славяне, которые тоже имеются, да. Так, друзья, зависает у нас опять, я смотрю, виснет и виснет, виснет и виснет. Вынужден сейчас немножко отвлечься, да. Гибнюки обижаются на нас почему-то. Обижаются. Что-то им не нравится. Что я-то делаю такого, что им не нравится? Не понимаю вообще. Чего им не нравится? Так. Так, это не мне. Алексей Плахтер, Алексей, АЭС невозможно разрушить с помощью одного авианалета. Там пятикратная защита. Тем более, что после подрыва такой грязной бомбы последствия становятся непредсказуемыми. Да, Плахтер, абсолютно согласен с тобой. Я думаю, они об этом тоже думали. И не будем сейчас гадать, что будет. Дай бог этого не будет. Дай бог, потому что это очень страшный сценарий. Конечно, это Россию не спасет. Путин станет абсолютно мишенью для уничтожения во всем мире. Очень надеюсь, что этого не произойдет. Путину не нужно, чтобы он стал мишенью. Он будет вот русских холопов, российских холопов всех национальностей посылать туда, чтобы они гибли. А Путин это, который должен жить вечно. Так, Ислам Ветров, ассаламу алейкум, алейкум ассалам, Ислам. Так, дякую за працю, Елена Нина. Не за что, Елена. Так, Сан, ты можешь видеть, сколько дизлайков? Да, вижу. Сейчас я вижу 4 дизлайка. Ну вот у меня интернет что-то не тянет. Не тянет и не тянет. Ой. Не знаю. Зависает. Так. Фриман антипутинизм. Фриман. В случае начала войны с Россией Украине нужно бить по Москве и воевать на российской территории. Давно, причем это нужно было бы делать. Ну, посмотрим. Кавказцы. Ой, украинская, да, что это за бред Корлеоне?
тут пишешь непонятный. Я тебя предупреждаю. Ассаламу алейкум, ассалам. Всех приветствую, наших друзей и союзников. Алейкум ассалам, как найти маршрут? Ты, Аслан, ехал, слушал тебя с телефона, ты сказал фразу «надеюсь, не будет судна дня». Какой смысл ты вложил в эту фразу? Не знаю, как ты ее понял. Я сказал, я имел в виду, что все люди не умрут при моей жизни. Если судный день будет, я имею в виду, сейчас он не будет. А ты, я знаю, ты хочешь судного дня, ждешь его. Мы его не ждем, поэтому давай, каждый, кто хочет, тот и ждет его. Все в порядке, Асан. Мы не первый год в кнопочных войсках и умеем не злиться на зависание стримов. Спасибо, Владимир. Так. Вот такая вот ситуация, которая развивается сегодня в Украине. И мы очень будем надеяться, что мы надеемся, мы уверены, что Украина выстоит и все будет хорошо. Дай Бог, дай Бог. Теперь хотел спросить. Я хотел вам сегодня рассказать, показать интервью Ельцина. Вернее, не интервью, а его заявление, которое он сделал в 1999 году, 13 сентября 1999 года, когда произошел очередной террористический акт. Второй дом был взорван на Каширке. Сперва Буйнакский, в Москве второй дом. Сперва Буйнакский, потом в Печатниках, потом на Каширке был третий взрыв. Третий взрыв дома, вот мы будем сегодня говорить о ФСБшном терроризме, как Путин с Патрушевым разрывают русских и чеченских женщин и детей, и не только женщин и детей. И 13 числа должно было быть 3 дня, и с момента гибели, и должен был быть траур по этим погибшим в Буйнакске и в Печатниках. И произошел третий взрыв на Каширке. В это время Ельцин выступил, и вот тогда был создан тот самый РОШ. РОШ это в Чечне он был, это отдел был этого оперативного штаба, а был создан тот самый оперативный штаб, который до сегодняшнего дня убивает людей во всем мире и контролирует Россию, и ведет свои эти войны по всему миру. Поэтому, друзья, я вам сейчас покажу небольшой отрезок видео. Не небольшой, но большое, несколько минут. Давайте послушаем. Скажет, где сколько было тротила, то есть 100 килограмм другого. Можно ли как-то оценить мощность заряда, который... Мощность пока это будет более точно, но ошибаюсь в 2 раза, но не больше, 2 раза. Могу сказать, минимум это где-то 120-130 килограммов, тротила гексогена, максимум больше не требовалось для этого, порядка 250-300 килограмм. Больше не требовалось, чтобы это. Основное это очень классически, очень профессионально, а потому это сатанинские люди, они знали, где его положить. Нервы людей, попавших в беду... Здесь вы видите, что прекрасно люди знали, этот взрывник, эксперт, взрывотехник, рассказывает, что он просто определил, что именно в нужное место заложена бомба. И он говорит, они знали. Знать это, конечно же, могли и другие люди, но очень хорошо об этом могли знать непосредственно взрывники из ФСБ. Потому что они учились, и этот эксперт, и террористы, они учились по одним учебникам и в одних и тех же заведениях. Я так полагаю, это ФСБшный эксперт. Слушаем дальше. Многие Очень находятся интересно. в состоянии нервного срыва. Сергей Степанов, Роман Мельник, Александр Кочетков, ОРТ. Я вновь и вновь буду возвращаться к этой теме, рассказывать о терактах. Это Кощеева игла путинско-патрушевского КГБшного режима, который тогда поставил жирную точку
и перешел черту, уже открыто, массово убивая людей. Потому что в демократической России, хотя были террористические акты и до этого, но вот так в домах, да, взрывали метро, взрывали стадионы и так далее. И это, казалось, в какой-то степени не всех касается, да, потому что не все ходят на стадионы, не во всех городах есть метро и так далее. И взрыв должен взорвать жилой дом, причем взрывались дома самых бедных районов Москвы. Точно так же это было и в Волгодонске, и точно так же это было и в Рязани, попытка подрыва 5-го дома, где ФСБшники были задержаны с поличным. Вот люди все живут в домах и все ложатся спать. Значит, это коснется всех. Это была такая реально сатанинская такая акция, которая просто открыла лицо Путина. И весь мир, самое что интересное, вот мне задавали сейчас вопрос, почему тогда после Второй мировой войны там балтийским партизанам и украинским партизанам не помогали американцы. Сейчас на глазах всего мира были взорваны своим же президентом. И Дэвид Саттер, журналист американский, известный писатель, советолог, русолог, который очень хорошо знает Россию, которому запрещен въезд в Россию, кстати говоря, это первый американский журналист, которому запретили въезд в Россию в так называемое демократическое время. И вот нужно было как можно больше нанести удар, урон и запугать весь мир. И это Кощеева игла путинского КГБшного режима, о которой мы должны всегда говорить. И это так совпало, и это касается напрямую нас. Весь мир увидел и ничего не сделал. Ладно, весь мир. Россияне ничего не сделали. Русские офицеры, русские ФСБшники, генералы, военные, менты, там, другие какие-то русские патриоты. Но мне после этого, если бы я был бы на месте вот этих русских патриотов, генералов, там, да просто любого русского националиста, который там за русских там великих уступает, мне после вот этого события, не говоря уже, что было много-много до этого, много терактов было, много убийств было массовых КГБшниками. Мне после этого было бы стыдно называть себя каким-то защитником русских, русским патриотом, не говоря об этом. Не говоря об этом. Делая вид, что этого не было. И еще кто-то восхищается из этих русских патриотов Путиным и КГБ своим. Ну, я не знаю, наверное, слишком нарушена психика у людей, если они так себя ведут. Поэтому я буду об этом говорить, очень часто говорить. И призываю всех украинцев, всех остальных говорить также об этом. Рассказывайте, говорите об этом. Это очень страшный террористический акт, который послужил поводом для нападения на Чеченскую республику Ичкерия. Это был план Б, потому что план А, когда они разрешили в 2 горных районах Дагестана, 2 населенных пунктах горных, разрешили установить шариат и прогнать милицию без боя, без сопротивления. Потом приезжал Степашин, тогда, по-моему, министр внутренних дел. Ельцин говорил такие хорошие, приятные бородачи там или что-то в этом роде. Степашин говорил, что вот водку не пьют, очень хорошо у них там и так далее. А потом начали их бомбить. И дагестанцы, которые из Чечни уехали в эти 2 населенных пункта, потому что они хотели построить там шариат, позвали Басаева себе на помощь. Басаев ходил в Дагестано-Чеченский конгресс, возглавлял этот конгресс. И обязан был оказать помощь. У них была договоренность, что друг другу окажут помощь. И Басаев, как рядовой гражданин, как, например, Гиркин, Стрелков, который террорист и ублюдок конченый, который пошел, бывший офицер ФСБ, хотя он, наверное, и не бывший, пошел в Украину. Точно так же Басаев, который сложил себя
все государственные должности и пошел добровольцем, как рядовой гражданин Чеченской Республики, пошел помогать. Это не послужило казусом белли, поводом к войне, о котором так мечтали русские. И русские еще раз позволяли чеченцам, надеясь, что они дальше пойдут в Дагестан, позволяли, не оказывали такого сильного сопротивления, но были брошены свои люди под огонь наших добровольцев, которые уничтожили своих же русских. Это много раз было. И украинцам тоже очень хорошо будет сейчас знать, что русские 500 человек, 1000 человек, вот вы мне может не поверите, для того, чтобы 10, 20, 50 человек выявить, русские бросали 500 тысяч человек туда, в атаку, для того, чтобы выявить точки огневые и начать обстрел. И потом и своих, и наших, чтобы убивать. Кто в теме, тот, наверное, поверит. Мне вначале было очень трудно в это поверить. Как можно в 10 раз больше положить людей, просто чтобы их выявить, те, кто оказывает сопротивление. И это факт. И вот, когда это не послужило поводом к войне, Басаев не пошел в Дагестан, Махачкалу, которая находилась в нескольких десятках километрах, и те ребята, которые принимали участие вот в этих дагестанских спасательной операции, где они пробили коридор для жителей Чабан-Махи и Карамахи, чтобы их вывести из кольца, под обстрела, они, наши, вот мне человек рассказывал, что мы предлагали, удивлялись, почему мы не идем в Махачкалу. Дагестанцы нас поддержат, мы должны зайти и там начать вести войну. Но Басаев не пошел в Махачкалу. И это была тоже спланированная операция, на мой взгляд, российских спецслужб, без сомнений, куда были заманены Басаев и его товарищи. И все равно это не послужило поводом к войне, потому что Ичкерия в лице Аслана Масхадова, президента Чеченской Республики Ичкерия, публично на митинге во время этих событий заявил, что Чеченская Республика не имеет никакого отношения к этим событиям и что Чеченская Республика никак в этом не участвует. Вот такая была вот ситуация. И тогда был задействован план «Б». Первый дом должен был быть взорван в Буйнакске. Я вам сейчас покажу это видео, где напрямую Зданович, пресс-секретарь или представитель ФСБ, на месте взрыва, еще непонятно кто что взорвал, но уже прямо называет, что это за события в Дагестане, типа идут террористические акты. Первый дом был взорван в Буйнакске. Кстати говоря, дом с семьями военнослужащих российских, чтобы точно подумали, что это делают чеченцы. Своих, представьте, своих женщин, детей, где эта русская армия после этого? Почему эта русская армия не возмутилась, когда их граждан, там есть дагестанские фамилии, но есть и русские фамилии в этих домах жили, в основном дагестанские фамилии. Где эти дагестанские военные, которые потом поняли, что все-таки взрывали свои, а не чеченцы. Для того, чтобы связать вот спасательную операцию Басаева с нападением, со взрывом в доме с военнослужащими в Буйнакске. Был грузовик подогнан к дому и взорван. 62 человека, по-моему, погибло. Потом дом был взорван. Это связка Басаев-теракты. Потом дом был взорван в Печатниках и на Каширке, в Москве, для резонанса. Четвертый дом взорван был в Волгодонске. Это в 50 или в 70 километрах от самой большой атомной ростовской электростанции, которая ближе всего находится к западу, к Европе. Это чтобы Европа не возбухала, как говорится. Смотрите, эти террористы скоро доберутся до атомной электростанции. И пятый дом должен был быть взорван. Потом еще в Москве нашли еще гексоген. Это отдельная история. Видимо, в Москве еще или еще, может быть, должны были быть взрывы. Но нам пока известно вот только про то, что в Рязани, где самое большое количество военных училищ, разных военных гарнизонов, этих
десантных училищ, ну и так далее. Самое большое количество, это вот в Рязани находится, вся вот эта их головорезы. Там обучаются, там проходят свою обкатку. И это именно те люди, которые должны были убивать и топить чеченцев в крови. Это был такой мотиватор для вот этих людей. Они должны были вот в нашей Рязани, где мы учились, где мы жили, там и так далее, вот должны прийти. Но после того, как ФСБшники были задержаны, Патрушев, Рушайло сказал, министр внутренних дел, сказал, что это задержаны террористы, предотвращен теракт. Он не сказал, что задержан, он сказал, предотвращен теракт. И потом уже стало ясно, что задержаны ФСБшники. Патрушев сказал, что это были учения. Вот только тогда всему миру и России, в частности, стало известно, что это были учения. До этих пор все, и жители дома в Рязани, и все в Рязани, и все в России, и во всем мире считали, что предотвращен террористический акт. Только на второй день, когда были задержаны ФСБшники, Патрушев заявил, что это были учения, никакой взрывчатки не было, это был сахар. Все. После этого теракты прекратились. Но в этот же день Путин сказал, что мы террористов будем мочить в сортире, то есть нагнетали обстановку. И в этот же день началась массированная бомбардировка, или на следующий день, 24 сентября, массированная бомбардировка окраин города Джохара, Чеченской республики Ичкерия. Поэтому мы все об этом должны говорить, так как это Кощеева игла. И это доказывает нам, ярко демонстрирует о нелегитимности путинско-КГБшного режима, который захватил власть в России. Давайте послушаем Ельцина, который также абсолютно, стопроцентно, я в этом не сомневаюсь, разрабатывалась при Ельцине. Ельцин был в курсе, Ельцина семья, которая миллиардеры, миллионеры, живут здесь в Европе, ездят, катаются, внуки, дети, внуки, 2 дочери, внуки и уже правнуки. И живут и как будто ничего. А наши дети и правнуки лежат в могилах. 42 тысячи чеченских детей убито. 300 тысяч граждан Чеченской республики всех национальностей убито. 30% от числа чеченцев. Над нами совершен акт геноцида. Мы оболганы на весь мир. Мы представлены всем миром. Во всем мире террористами, убийцами, какими-то плохими людьми. Хотя абсолютно все ровно наоборот. Не чуть-чуть не так, а абсолютно на все 180 градусов. Вот не так. Так, давайте послушаем вот этих товарищей. В отличие от взрыва на улице Гурьянова, с первых минут разборки завалов на Каширском шоссе у спасателей и сотрудников спецслужб была только одна версия случившегося. Никто не сомневается, что речь идет о теракте, причем совершенном по той же схеме, что и в Печатниках. По всей видимости, взрывчатку завезли на склад, который размещался в подвальном помещении дома. Аналогично и мощность сработавшей бомбы – около 300 килограммов в тротиловом эквиваленте. Наверняка не случайным совпадением стало и то, что взрыв на Каширском шоссе произошел в день общенационального траура в память о жертвах трагедий в Буйнакске на Манежной. Буйнакске на Манежной площади, это был теракт на Манежной площади, и в Печатниках, он сейчас скажет. После этих новостей, потом, когда в Рязани были задержаны люди, в целях, ну, ФСБшники, это не люди, это ФСБшники, когда были задержаны, вы только вот в этих новостях в самом начале увидите связку, обратите внимание, между Буйнакском, Печатниками, Каширкой и Волгодонском. Затем Буйнакск уже не упоминается. Они говорят, когда уже в Рязани задержали, на 5-м теракте задержали террористов, они уже про Буйнакск не говорят. Потому что погибли военнослужащие, видимо, ФСБ, как обычно, трухануло и побоялась, что если это связывать, то военные могут возмутиться. Военные не возмутятся, в России нет ни офицеров, ни офицерской чести, ничего нет. Можете, гибнюки, не переживать.
Патрушев, Путин, вам лично обращаюсь. Вам не нужно переживать. Там уже вообще масса, такая быдло-масса, которой можно что угодно лепить. Вы можете их женщин, детей взрывать. Вы можете что угодно делать. Вы можете их женщин в жены себе брать на первую ночь. Можете забирать. Ничего они вам не сделают. Не переживайте по этому поводу. Но они после этого перестали говорить про Буйнакск. Хотя Буйнакск был именно для того, чтобы связать это с Басаевым. Вот эти все взрывы. Ни один чеченец не был задержан. Дело было засекречено. Всех этих учений в Рязани было засекречено на 75 лет. Это единственный террористический акт, который приписывается Басаеву, засекреченный КГБшными фашистами на 75 лет. Это единственный теракт. И все террористические акты, и террористические, диверсионные акты, которые проводили чеченцы, в том числе в Беслане, что не красило вообще, да, для достижения, для мира, для принуждения Путина и фашистской России к миру. Все ранее террористические акты, тот же Салман Радуев, там, другие третьи, брали на себя. От этих отказались все чеченцы. Все, даже Салман Радуев, который брал, что делал и что не делал. Вот такая вот была каша. Ладно, давайте дальше. Площади столицы и в Печатниках. Утром в Кремле президент России собрал на экстренное совещание министров-силовиков. Борис. Вот сидят главные террористы. Здесь еще с этой стороны, вот вы, где я сейчас сижу, там не видите вы, просто там рука еще одного, там много их собралось. Это главные люди, которые убивали русских для того, чтобы обвинить нас в этом. Ельцин заявил о введении в Москве и других крупных городах страны повышенных мер безопасности. Под особый контроль берутся места массового скопления людей, аэропорты, вокзалы, рынки. Усиленный режим охраны вводится на атомных Момент мне понравился. Электростанциях, стратегических объектах, нефтехранилищах и трубопроводах. В этой связи необходимо отметить, что по оценке специалистов только в Москве около 3000 взрывоопасных объектов. И нагнетается такой, то 3000 объектов и так далее. И знаете, почему русские молчали? Русские менты молчали, другие силовики. Потому что всем разрешили кормиться. Все бросились на кавказцев, все брали взятки, сажали, подбрасывали наркотики, подбрасывали оружие, патроны и так далее. Доходило до того уже, это было во время захвата Норд-Оста, менты тебя останавливают, паспорт, он чеченец, так, тебе сразу говорят, наркотики или патроны. Мы, как положено, брали патроны. Потому что если узнают, что нашли наркотики, ты дома не докажешь родителям, что ты не употребляешь наркотики, раз. И во-вторых, у тебя статья такая за наркотики, короче. И люди этого не хотели. И раз уже, по-мужски, короче. И это протюкали вот эти фашисты мусорские. И предлагали, сразу говорили, тебе наркотики или патроны, чтобы ты не возбухался. Ты подумал, ладно, давай патроны, короче. И вот так люди уже соглашались. Тебе давали год, давали там 1,5-2 давали. Иногда за взятку там условным сроком мог отделаться. Но нужно было много чеченцев посадить. И план выполнялся и перевыполнялся. Давайте дальше. Днем президент России выступил с телеобращением к стране. Граждане России. Я очень извиняюсь, конечно, что вам приходится смотреть на эту рожу. Но надо послушать. Сегодня день траура. На нас обрушилось новое горе. Снова прогремел взрыв. Я ускорю, потому что это Снова очень долго. Жертвы. Еще один ночной взрыв в Москве. Нам, народу России, терроризм объявил войну. Необходимые приказы я уже отдал. Начинает работать оперативный штаб. Вот, это и есть тот самый оперативный штаб,
который устроит геноцид чеченского народа, который устроит потом ядерный теракт в центре Лондона, который совершит агрессию против Грузии и Украины. Вот это и есть тот самый оперативный штаб. Вот это и есть самые главные виновники вот этих всех преступлений. Все имена, фамилии всех участников имеются. С терроризмом. Его руководителем назначен министр внутренних дел Рушайло. Рушайло, министр внутренних дел, которого тогда назначили руководителем оперативного штаба, после того, как в Рязани его ведомство задержало террористов, которые оказались ФСБшниками, потом ушел в отставку, получил на какую-то хлебную должность, перевели его, получил Героя России. И у русских некоторых правозащитников тогда возникал вопрос, за что Рушайло дали Героя России. Вот за то, что он тогда прикрыл. И он ушел со своей должности, но продолжал творить геноцид Чеченской Республики Ичкерия. Он будет координировать действия МВД и других силовых ведомств. Он будет координировать действия МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС и другие вот эти банды. В РОШ в Чеченской Республике, потом Патрушев возглавил это все. РОШ в Чеченской Республике, который непосредственно Патрушев занимался этими всеми делами, у него в заместителях были замы министров МВД, замминистров ФСБ, замминистров МЧС, замминистров ФСИН, ну вот заместители были. Это были люди, которые имели больше полномочий даже, чем министры. Это там целая каша. В этом надо очень долго и кропотливо разбираться. Мы живем в условиях угрожающего распространения терроризма, а значит необходимо объединение всех сил общества и государства. Общество и государство. В этом и была основная цель этих терактов. Для того, чтобы воевать в первую русско-чеченскую войну, когда русское общество, российское общество не поддерживало эту войну, они ее не могли выиграть. Русские отлынивали от армии, не хотели воевать, не имели мотивации, как сейчас не будут иметь в Украине. Если сейчас русские не совершат какие-нибудь террористические акты от имени украинцев против России, против россиян. И вот главная задача, об этом потом и Путин будет говорить, главная задача, что это должен делать весь народ, они говорят. И вот они призвали весь народ пойти топить чеченцев в крови. И народ пошел, что самое страшное, народ пошел. Несмотря на то, что были задержаны ФСБшники, несмотря на то, что было всем уже понятно, просто люди отмахивались от этой мысли. Этого не может быть, говорили. Засовывали голову в песок россияне и оставляли вот эту свою пятую точку сверху. Для отпора внутреннему врагу. У этого врага нет совести, жалости и чести. Вот если заменить, и что он подразумевает чеченцев, а заменить на ФСБ, как раз подходит и внутренний враг, и бессовестный, без чести и так далее. Нет лица, национальности и веры. Особо подчеркну, национальности и веры. Борьба с терроризмом уже не может оставаться делом только милиции и спецслужб. Ситуация ставит нас перед жесткой необходимостью проявлять волю и объединить усилия. Надо консолидировать власть перед лицом страшной угрозы. Федеральные и региональные органы должны работать как единое целое. Правительство, парламент и администрация президента обязаны действовать как слаженный механизм. Особое внимание обращаю на пресечение вылазок террористов в столице. Мы понимаем, как трудно сейчас московской мэрии Юрию Михайловичу Лужкову. Я окажу ему всю необходимую помощь и поддержу в эти нелегкие дни. Уважаемые граждане, глубоко скорблю по погибшим. Смотрите, какое лицемерие. Тогда еще не задержаны ФСБшники в Рязани. Он глубоко скорбит. Это в его ведомстве, и по его... Он в курсе вот всех этих событий. Без сомнения, Ельцин не мог не быть в курсе. Он назначал Путина и так далее, и так далее. Там
очень властные люди стоят вокруг Ельцина из КГБ. И вот сейчас он сидит, через несколько дней, потом в Рязани будет 22-го задержаны ФСБшники, буквально через 10 дней, 9-8 дней, через неделю будут задержаны эти ФСБшники. И вот он выражает соболезнования русским. Какой уровень лицемерия. Правда, это пьяная свинья, извиняюсь, конечно, но она даже, наверное, не соображает уже, что она делает, говорит. Вот, сидит, убивает, потому что первая война-то на Ельцине была. Ельцин начинал первую войну. Он объявлял и Дудаева бандитом и так далее. Выражаю соболезнования их родным и близким. Наша боль безмерна, но я призываю вас проявить выдержку. Главная цель бандитов – запугать народ, посеять панику и страх. Уверен, этого они не дождутся. Лучшим ответом террористам будут ваша бдительность и спокойствие. Сегодня от каждого из вас зависит, насколько эффективным будет борьба с этим злом. На вызов бандитов Видите, власть ответит. снова и снова он говорит, от каждого из вас зависит, насколько она будет эффективная. Короче говоря, вот несколько раз он и до этого сейчас сказал, и сейчас он призывает общество, вот мы должны, не бойтесь, не паникуйте, мы сейчас пойдем быстро всех их там уничтожим. И тем самым нагнетает он обстановку. Адекватно, жестко, быстро, решительно. Только что на связь с нашей студией вышел корреспондент новостей общественно-российского телевидения Роман Мельник. Он продолжает работать на месте трагедии на Каширском шоссе. Роман, здравствуйте. Здравствуйте, Кирилл. Так, здесь я остановлю этот момент и переключу на Здановича, представителя ФСБ, который Ельцин сейчас нам заявляет, что не нужно ассоциировать это с целым народом, там, с религией и так далее, тем самым подчеркивая, что речь идет о конкретном народе и конкретной религии. И вот сейчас смотрите, и об этом говорил Лужков, что это Чечня. Все прекрасно понимали, что это Чечня, чеченцы, потому что в Дагестане события, до этого много терактов, все время чеченцы. Вот такая вот тема накручивалась. Давайте посмотрим, что говорит Зданович. Сейчас, одну минутку. Заявляет о прямой связи сегодняшнего взрыва с обстановкой на Северном Кавказе. Это напрямую связано, естественно, с действиями, которые происходят в Дагестане. Вчера было объявлено, что наши войска, в общем-то, серьезный перелом наступил, и наши войска уже заняли многие населенные пункты. Поэтому это скоординированные акции, и я не могу это отрицать. И, к сожалению, на сегодняшний день вот те жертвы, которые здесь случились, они подтверждением, что это спланированная акция в продолжение той, которая была в Печатниках. Вот это привязывается к Дагестану, в Дагестане Басаев, потом назовется, вот именно Зданович назовет фамилию Басаева, и речь будет вестись именно о том, что это виновные чеченцы. Потом мне кто-то говорит, почему ты, юрист, не соблюдаешь презумпцию невиновности, почему ты так огульно иногда обвиняешь там бедное ФСБ там, или какие-то российские там террористические органы и так далее. Вот именно поэтому, господа, именно поэтому, какой привет, такой ответ. У меня презумпция невиновности работает в отношении всех. В отношении российских спецслужб и российской власти у меня работает презумпция виновности. И я призываю весь мир к этому. Уже 3 года об этом сижу и призываю. Пожалуйста, начните во всем их подозревать и расследовать. Все, что касается любых террористических актов, любых разных диверсий и разной дестабилизации, которые проводят вот эти террористы. А сейчас Зданович, знаете, что еще делает? Вы будете потрясены. Сейчас Зданович обеляет СМЕРШ. Была такая НКВД организация, СМЕРШ, смерть шпионам называлась. Он пишет про них книги, они там много Ежовщину вспоминают, что Ежова незаконно расстреляли, он такой хороший реформатор был, такой патриот был. Потом Егода такой же был, потом Берия, оказывается, молодец. Известно, что и Сталин, конечно, тоже молодец. И вот к чему все идет. И мы об этом давно говорим, давным-давно. Так, пока это оставим и
перейдем к другому одному видео, чтобы не терять время, я вам покажу еще одно видео. Так. Одним из первых прибыл на место трагедии. Надеемся, что вот в правой части здания, потому что она села сверху. Министр Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям, ныне министр обороны, министр нападения Российской Федерации Сережа Шойгу заметал следы. Замешаны были все, просто все, да поголовно все были замешаны. Заметал следы на месте взрыва. Самое интересное, что после 13-го происходит второй взрыв в Москве, второй дом взрывается, и 19 числа, то есть меньше чем недели проходит срок взрыва второго дома в Москве, и когда 9 числа взрывается в Печатниково, и 10 дней проходит с момента взрыва второго дома. Оба дома полностью взрываются, все вот это загружается в грузовики, вывозится на свалку и выбрасывается. Типа это представляет угрозу для близлежащих домов. Вот такое объяснение. Еще 19-го это происходит. 21 числа, напоминаю еще раз, в Рязани поймают ФСБшников через 3 дня. Они быстро заметают следы. Вот произошел взрыв, быстро все собрали. Говорят, на этих свалках, куда они свозили, останки человеческих тел потом находили. Дочь одной из погибших рассказывала, что на той свалке находили человеческие останки, их ели дикие собаки, которые обитают на свалке. И вот Сережа Шойгу занимался полным прикрытием этого всего. Это были в курсе все вот эти, кого мы сейчас видим у власти, эти все люди тогда уже крупно повязали себя кровью, русской кровью, и спокойно продолжают обогащаться. Более того, не только они планируют сейчас создать такую систему в России, где они будут своим детям передавать. Например, сын Патрушева является сейчас министром сельского хозяйства. Сельское хозяйство отдано Патрушеву. Россельхозбанк, все вот это направление. Русских кормит их убивавший Патрушев. Теперь его сыночек кормит. Алкаш, запойный алкаш, между прочим. То же самое с дочерями Путинами. То же самое с Шойгу. Все при власти, все такое. И власть будет передаваться им. То есть вот эти убийцы будут теперь править над русскими, как они планируют, из поколения в поколение. И это звоночек для украинцев. Вам нужно, если они так относятся к своим русским, как они будут относиться к вам? Вам нужна такая монархия, в которую вы можете попасть, если не окажете сопротивления и проиграете в войне. Пойдемте дальше. Наибольшая вероятность найти все-таки живых, и пока именно там находим живых. Пока находим, и собаки показывают, и обнаруживаем. Надеемся сейчас где-то тут в самое ближайшее время поднять 2. Увы, этим надеждам не суждено было оправдаться. С каждым часом спасатели обнаруживали все новые безжизненные тела и останки погибших. Прибывший одним из первых на место взрыва пожарный рассказал нам о страшной картине, которую он увидел. Взрыв был ориентировочно в 5 утра, где-то 10, максимум 10 минут 6-го мы были здесь. Стояла пыль от взрыва, все было в темноте. Первая подъехала 24-я рота, она здесь располагается рядом на Каширском шоссе, и подъехали спасатели. Значит, первое, вот здесь прямо на входе нашли женщину, ее, видно, взрывом выбросило из дома. Ее спасатели отнесли, но она уже была, по-моему, не живая. И поскольку, предположительно, мы поднялись когда наверх, верхние этажи, мы посмотрели, верхние этажи сложили, значит, либо на последнем и на первом этаже должны были быть люди. И справа, в верхнем углу, почти под крышей, очевидно, это последняя квартира была, там находилась женщина и мужчина. Женщина практически лежала на мужчине, но признаков жизни не подавала. Мужчина был жив. И с помощью спасатели отлично сработали в этом вопросе. Донкратами подняли, вытащили. И, значит, ребенок тоже там был, малолетний, очевидно, около года ему где-то было, но у него полностью была разбита голова, его просто отнесли туда к скорой помощи.
Вот все, что было на первый момент. Вокруг развалин гнетущая атмосфера. Чьих это рук? Здесь тоже очень важно отметить, я смотрел, очень много пересмотрел вот этих, все скачиваю, пересмотрел эти выпуски новостей, тех событий того времени, и обращаю внимание на себя до задержания ФСБшников в Рязани при попытке подрыва 5-го дома, интонация, подача новостей. И после уже, когда в Рязани они сели в лужу, ну, знаете, такое нагнетание идет, такой ужас, музыка такая, сопровождение идет, там собираются разные, ну, вот эти разные теракты собираются в один единый вот этот ролик, и там рассказывается, и такая гнетущая музыка. Ну вот все настраивает на то, чтобы человек просто разозлился, сошел с ума, просто его обуревала ярость отомстить тем, кто совершил этот террористический акт. Но несмотря на это не помогло отомстить ФСБшникам. Просто не помогло, потому что не хватило духа. Почерк один и тот же, что в печатниках, что здесь. Схема применяется преступниками следующая, как сейчас мы уже установили. Это нанимается помещение, складское либо пустующее помещение, арендуется на какое-то время, закладывается в него взрывное устройство, взрывчатка закладывается и происходит взрыв. То же самое было и здесь. По той информации, которую мы сейчас имеем, в этом доме был склад или магазин старой мебели, при нем склад, и он то же самое арендовался. Журналистов просят оказать помощь, распространить информацию о тех, кого считают устроителями террористического акта. Просьба сейчас ко всем предпринимателям, ко всем гражданам, которые что-либо знают об этом человеке, который под фамилией, под документами Лайпанова Мухита Назировича. Это Владимир Куликов, начальник Главного управления внутренних дел Москвы. Его я не считаю в курсе, хотя Лайпанова он представляет. Лайпанов, как потом выяснится, человек разбился на машине, дал несколько лет назад до этого, и его паспортом пользовались террористы. Но вот Николай Куликов, он может быть и в курсе, но я, возможно, нет, потому что это очень узкий круг должен быть лиц, кто посвящен в это. И вот Николай Куликов, он реализует дезинформацию ФСБ, представляя нам Лайпанова. И сразу вот идет накрутка. Документы Лайпанова Мухита Назировича снимал в аренду помещение. Просьба срочно сообщить в органы внутренних дел, ближайшие органы внутренних дел или по телефону 02. Представители силовых структур не отрицают, что могут быть новые террористические акты. И тут происходит неожиданное. Примерно в 10:30 появляется информация о том, что соседние дома заминированы. Начинается паника. Начинается паника, об этом паника нагнетается, об этом начинают постоянно говорить. Потом появляются какие-то товарищи, которые звонят, какой-то человек, который звонит на одну из радиостанций или на РИА Новости, что ли, он позвонил и сообщил, что это какая-то дагестанская группа, которая хочет отомстить там за все события в Дагестане, чтобы ни у кого не было сомнения. Потом появляется новая газета, да, которую сейчас Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию, такой весь герой и так далее. И был такой один и есть Вячеслав Измайлов из «Новой газеты». Я всегда читал его статейки, думаю, что это уважаемый человек, который занимался обменом, да, пленными в Чеченской республике по межвоенное время, да, после Первой русско-чеченской войны. И в это время он приводит человека на телевидение, и на телевидении тот человек рассказывает, что да, Басаев ему сказал там. И вот я, который не верил вообще в эти сказки этих телевидения, который уже столько лжи от них услышал, я каюсь, я поверил Измайлову. Потом я взялся за голову и думал, зачем Басаев это делает? Для чего чеченцы? Ну вот как? Вроде бы это были мои герои, которые сражались за свою родину, такие умные, они все могли, у них все получалось, победили Россию.
Как они могли это сделать? Для чего он это делает? У меня в голове не укладывалось. Но я тогда поверил, что раз Измайлов говорит, раз тут человек сам пришел, так и так, попался. Но это произошло буквально на короткое время. Рязанские учения потом все подправили, всю эту ситуацию. И я быстро вспомнил, с кем я имею дело. Они могут врать так, что вы будете абсолютно убеждены, что вам говорят правду. После этого, конечно, Вячеслав Измайлов, который рассказывал там, что вот он шел к чеченцам, показывая, что чеченцы надежные, честные там и так далее. С одним патроном в пистолете я когда приходил, и когда мне сказали, ты с оружием, я достал пистолет, он рассказывает, достал, и вот у меня один патрон. Типа, если что, я офицер, в плен не сдамся, там, если вы меня схватите, типа, я сам себя застрелю, типа. И это должно было понравиться чеченцам. Это нравилось чеченцам. Чеченцы очень такие доверчивые товарищи, я вам скажу. Думал, о, какой мужчина, какой благородный парень, короче. А оказалось гнидой обычной. Так, ну ладно. Перейдем к вашим комментариям, и потом я вам, если успею, я вам хотел рассказать про уйгуров, которых тоже вам обязательно надо рассказать, ребята. Это очень важная тема, которая нас всех будет касаться. Так, надеюсь, не сильно зависала. Вот. Ну вот. Не виснет, как у вас, ребят? Так, Альберт зашел. Смотрите, вот вы можете по моему каналу определять, какая повестка у них там намечается. Вот сейчас заходит и начинает меня тянуть в разговор про приграничные районы, там какие-то границы и так далее. Вы по ним можете определять. Их можно оставлять, этих людей, ну, можно просто сделать вывод, а можно блокировать. Поэтому имейте в виду, никто не вмешивайтесь вот в эти вопросы, вот сейчас, которые сейчас мутят, они нам повестку создают. Чеченцы, для чего-то отвлекают внимание. Чеченцы, ингуши, дагестанцы там и так далее. Игнорируйте полностью. Это не наше. Так, все нормуль говорят. Отлично. Останови мировое сообщество войну еще тогда, и не было бы войн в Сирии, Грузии, Украине. Да, совершенно верно. Я уверен, не было бы террористического акта в Лондоне, не было бы коронавируса и много-много чего. Ядерного террористического акта. С того самого, где приезжал Тони Блэр к Путину и фактически благословил Путина на президентство. Получили по полной просто свинство полное получили. Еще тогда знал, зачем это нашим надо мирных людей взрывать, и все типа либералы знали так называемые, и все типа либералы, да, и у меня это тоже было, просто я верил Новой газете, я верил Измайлову, я верил Политковской, и когда пришел человек, я думал, что Измайлов проверил, он так преподнес эту информацию. Но это буквально небольшое время, это быстро я сообразил, и все стало опять на свое место. Так. Фриман антипутин. Чем позже начнется гражданская война России, тем больше жертв будет. У меня норма, иногда на секундочку виснет, говорит. Да, мне кажется, виснет. Ну, посмотрим, где он.
Да, кстати, леди, и американские башни-близнецы тоже стояли бы. Так, Альберту, прихвостень гибнявый, говорит Фриман, антипутинизм, занимается разжиганием межнациональной розни по приказу ФСБ для отвлечения внимания от экономических проблем в России. Да, именно так, абсолютно так. Поэтому не обращайте еще раз. Ингуши наши братья, дагестанцы тоже наши братья. Мы ни с кем пока землю не обсуждаем. Ауховский район, Чеченский район, мы все это потом обсудим. Не обсуждая Ауховский. Ауховский никто не отрицает, что он наш, остальное нас не касается. Чечня начинается в Владикавказе и заканчивается в Ауховском районе, да. Ингушетия начинается в Ауховском районе, заканчивается в Владикавказе, пригородном районе. Так, на этом все. Так, Аслан, эфир ядерная, да, да, будем мочить террористов в сортире. Ага, еще один предсказатель. Живите и наблюдайте, как крепнет Россия. Ха-ха, мамкины вот. Максим 1. Сила в единстве. Объединяйтесь, и вместе мы сможем уничтожить Кремль. Абсолютно так, Максим. Мы давно об этом призываем, но, к большому сожалению, те события, которые разворачиваются в отношении украинских, чеченских защитников Украины, других чеченцев, которые там проживают. Сегодня вышла часть видео на канале НЕФ Прага с Асланбеком Амаговым, которых внесли в санкционный список. Это не укрепляет нашу дружбу и очень сильно разочаровывает всех чеченцев. Те 6 лет, 7 лет или 6 лет их в этом году внесли в список. Те 6 лет, которые я среди чеченцев доказывал, что мы с украинцами братья, хотя мне говорили, да они все одинаковые, русские, украинцы нас выдавали, и это, ну много чего было. И я доказывал, убедил многих, все поняли, что вот только вместе. И вот тебе вот такой вот подарок. Это очень сложно, конечно, и мы эти стороны тоже не должны обходить, потому что это наши герои, хоть и ваши защитники, они наши защитники тоже. И очень надеюсь, что вы там разберетесь там с этой ситуацией в рамках закона, как говорится. Ну, посмотрим. А так, конечно же, только в единстве наша сила, об этом, Максим, ты знаешь, мы с тобой давно знакомы в интернете, и мы с тобой, я всегда только к этому и призываю. Так. Амиго буквально из штанов выпрыгивает в своем патриотизме. Я только что им рассказал, что их Путин взрывал их, и они будут по наследству передавать деньги и власть, которую они захватили у русских. А он мне пишет, что они тут что-то расцветают. Ну вот нарушение у человека психологическое. Максим. Аслан, к большому сожалению, до сих пор в Украине есть кремлевские прислужники на высоких должностях. Да, я знаю, абсолютно так. К большому сожалению, я очень надеюсь, что вы их выкорчеваете, как говорится, штыком и уголовным кодексом. Все будет. Ичкерия, Украина, Дима Бимбат. Слава Украине, Дим. Аслан, как раз до эфира смотрела круглый стол на НЕФ Прага. Да. Я к себе завтра тоже загружу это видео с канала НЕФ Прага. Так, я тогда не успею вам рассказать про уйгуров. Это тоже очень важный момент. Я думаю, может быть, на днях я незапланированный постараюсь сделать для того, чтобы рассказать подробно про ситуацию с геноцидом уйгуров и параллель между нами. И, конечно же, скоро я буду переходить уже на комментирование внутрироссийских, в том числе их. В том числе берегитесь
русские либералы, которые заполонили тут Запад, и тут притворяются демократами и дурят американцев. Поэтому будем разоблачать. Я думаю, на этом тогда мой стрим, я поотвечаю на ваши вопросы, друзья, еще 5 минут, пообщаемся, и я закончу свой стрим. Так, Хамзат Гилаев, конъюнктивит мозга у него, Аслан. Да, у него там, по-моему, уже все, мозга нет. Аслан видео, что скажете про Турцию? Турцию, я на своих предыдущих видео говорил про Турцию, можете посмотреть, могу сказать, Турция хорошая страна и очень хороший, добрый, отзывчивый народ. Я надеюсь, мы будем очень хорошими друзьями, соседями и хорошими союзниками. Вот я на это рассчитываю. Ну вот так вот. Светка Соколова, что ты будешь делать, когда Россия и Украина объединятся? Если произойдет оккупация Украины, о которой ты говоришь, то я продолжу то, чем я занимался. Я буду бороться за освобождение своей страны и наказание виновных за массовые преступления. Для меня важно даже больше, чем освобождение моей страны, важно наказание виновных за убийство 30% моего народа, моих граждан, моей страны. Я буду заниматься этим. Пока я дышу, я буду этим заниматься. А то, что Украина и Россия не сможет оккупировать Украину, я в этом практически на 100% убежден. Абсолютно я в этом убежден. Это будет ваш конец нападения сейчас на Украину. Я не хочу нападения, я боюсь жертв больших, которые в том числе при помощи разных способов массового убийства, которые ваши террористы будут применять. Но я знаю, что если это произойдет, это конец России, Российской Федерации и КГБ в частности, ФСБ, КГБ. Поэтому еще мы посмотрим, кто победит. Еще вилами на воде писано, что вы нас победите. Имеется в виду и нас, и украинцев. Кремлы, Яуб. К сожалению, русский народ хочет Путина, и война не с Путиным, а именно с русскими. Отчасти да. Мне очень жаль, что украинская власть так делала по отношению к чеченским добровольцам. Плахтер Алексей. Да, Алексей, для этого нужно что-то предлагать усилия. Можно создать канал кому-нибудь из вас и именно на эту тему говорить. Это не значит, что у вас там батальон имени шейха Мансура поддержит. Они, может, даже с осторожностью на вас будут смотреть. Но об этом нужно заявлять. Ваши блогеры об этом должны говорить. Я-то думал, уже все это решено. Все, уже вопрос решился. Но, как видите, оказывается, он не до конца решился. Но сейчас развиваются события. Зеленского фактически обвиняют уже в измене на главных каналах. Главные журналисты, там, ведущие, самые известные журналисты, в том числе и Турчинов, по поводу вот этого предательства по операции вагнеровцев, по захвату вагнеровцев. И идет большая такая ситуация. Был митинг вчера, я думаю, будет продолжаться. Русские тоже об этом сейчас говорят у себя на каналах. Мы будем надеяться, что Зеленский или пойдет чуть на попятную и по-людски себя начнет вести, зачищая свой круг, открестится от всех вот этих гибнюков, которые вокруг него собрались. Или же он будет подвергнут процедуре импичмента. Шей дукуза. Собайдал хакер дейтл.
Karamca da sonra. Dead down shade. Короче, нету. Сбежал, падла. Ну ладно. Так, еще что это у вас? Так. Лучше ответа никто не даст. Даст и лучшее. Фриман Антипутин. Апыня идет как есть правильная, верная дорога, протоптанная для него Адольфом Чаушеску, Хусейном, Каддафи и прочими товарищами. Главное не останавливаться на полпути. Да, мол, все будет Ичкерия. Так, друзья, на этом я наш стрим заканчиваю. Соколов, у тебя духовная скрепа, у тебя духовная скрепа болтается, говорит, Чечня не Россия, Машо, Чечня не Россия, у тебя духовная скрепа отклеилась, да? Так. Все, на этом, друзья, наш стрим заканчивается. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Слава Украине. И все будет Ичкерия. Всего самого хорошего. Спокойной ночи. До свидания. До новых встреч, друзья. Адикюэль маш оэль. Ассалам алейкум.